Такс. Ассаламу алейкум, друзья. Витаю вас всех сердечно. Сегодня 4 апреля 2026 года, 18 часов 1 минута по Берлину и 19 часов 1 минута по городу Джахару. Я вас всех, друзья, сердечно приветствую. Итак, сегодняшний наш стрим называется «Трамп обнулил Иран и все силы на Россию. Москва под новой атакой дронов». Об этом и многом другом давайте мы поговорим, но предварительно напоминаю вам, всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности и будьте осторожны. То есть не пишите комментарии, которые могут вас идентифицировать, и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные, пожалуйста, присоединяйтесь, так как фашистская Россия всячески пытается нам мешать доносить правду до людей. Сегодня у меня есть к вам вопрос. В YouTube в чате вы можете ответить на него. Бросит ли США после обнуления Ирана все силы, чтобы добиться полного военного поражения России? Вы можете отвечать на эти вопросы. Ну и всех еще раз приветствую и приступим, так сказать. Так, одну секунду. Я забыл, как всегда, включить свет. Секунду. Так, Эд, шалом алейхим, Эд. Салам всем свободным людям. Салам, брат Аслам. Вопрос. Ты уже неоднократно приглашал всех, кто в эфире представляет интересы Ичкерии, пройти полиграф. Кто-нибудь согласился? Нет, Эд. Кроме Минкаэла Мализаева, одного блогера, который здесь в Германии живет, больше никто не согласился. И еще раз я напоминаю, спасибо, что ты мне напомнил об этом, я готов с любым, кто говорит от имени Ичкерии и так далее, кого я, как они считают, необоснованно обвинил в чем-то, я готов пройти с ними на полиграфе открыто, публично, под запись, в прямом эфире, как угодно. Я никогда не лгал, никогда не собираюсь лгать своим зрителям, поэтому я буду, абсолютно не боюсь пройти ни один детектор, ни одну психофизиологическую экспертизу. Поэтому я согласен в любое время. Друзья, голосуйте, бросит ли США после обнуления Ирана все силы, чтобы добиться полного военного поражения России. Как-то так. В ночь, хочу вам немножко сообщить. Я, по-моему, 4 апреля сказал, да? Значит, 4 мая сегодня, 4 мая. Я ошибся, может. По-моему, я сказал апреля. Так, в ночь на 4 мая 2026 года произошла атака беспилотников на Москву. По официальному заявлению мэра Сергея Собянина, один ударный БПЛА попал в жилое здание в районе Мосфильмовской улицы. Это элитный многоэтажный дом. Пострадавших, как сообщают, нет. Обошлось без жертв. На месте работают экстренные службы МЧС и другие. Это очень элитный дом, я знаю этот дом. И в этом доме живут очень состоятельные и чиновники, состоятельные люди и чиновники. Поэтому, может быть, конечно, этот удар, дом высокий сам, может, и по верхним этажам пришелся удар. Может быть, просто зацепил дрон, не рассчитал. А может быть, били по какому-то лицу конкретно. Неизвестно. Кто бил, тоже, вроде бы, украинцы, как обычно, не берут на себя ответственность, не заявляют. Допустим, неопознанный летательный объект.
НЛО поразил Россию. Силы ПВО Минобороны фашистской России отразили атаку. Сбитые другие беспилотники, как сообщают нам лживые фашисты, летевшие в сторону столицу и область. Аэропорты Внуково, Шереметьево вводили временные ограничения на полеты. Это одна из самых глубоких атак БПЛА в центре Москвы за последнее время. Перед Днем Победы 9 мая. Украинские источники связывают ее с ВСУ. Российские называют атакой беспилотников без прямого указания источников. Вполне возможно, что это были не украинцы. Вполне возможно. Так. Здравствуйте, Ваха, здравствуйте. Ну, друзья, смотрите, я бы хотел бы начать тему по поводу, вот сейчас начали активно говорить о том, что Путин, ну, в настоящее время, вот эти разные средства массовой информации начали говорить, что Путин в бункере прячется. Путин как раз сделал заявление, что готовятся какие-то террористические атаки по фашистской России и так далее. И сейчас начали говорить о том, что сейчас Путина могут снять, Путин может уйти там и так далее и тому подобное. Ну, как бы оспаривать я это не буду, но с другой стороны, мне кажется, проблемы у Путина начались после того, как Трамп остановил войну в Иране. То есть проблемы они у него были и раньше, но была большая надежда, и по наблюдению за их инфопространством я сделал вывод, что они были очень рады. Просто там есть один такой депутат, он просто мечтал, чтобы 2-3 месяца еще это продлилось. Он, правда, этого не говорил прямо, но было понятно, что вот он надеется на то, что еще 2-3 месяца США будут воевать против Ирана, соответственно, все втянутся в эту войну и так далее. Но война остановилась, война прекратилась, Трамп ее окончательно уже заявил, что он ее прекращает. Ну, и по-другому выбора у него, в принципе, и не было. Потому что люди очень недовольны в США вот этой войной. И сейчас у Путина большие проблемы. Дело в том, что, на мой взгляд, это чисто мое мнение, мнение канала Реалити. Дело в том, что, скорее всего, внутри России были силы, когда вот процесс с Ираном пошел, что они надеялись, что все-таки Америка втянется в войну, начнется всемирный хаос, и Россия спокойно добьет Украину, как они мечтают. Но, увы и ах, и теперь мне кажется, что и вот те силы вокруг Путина, они, видимо, были в режиме ожидания, скажем так. Что они вот сейчас ждали, что какой-то сейчас будет сдвиг, сейчас Путин будет решать проблему с обогащенным ураном. Уже объявили, что 460 килограммов этого урана, что вот туда-сюда и так далее. И в итоге, как тогда получилось химическим оружием Башара Асада, Путина вывели из изоляции. Вывели из изоляции, и Путин уже стал снова уже участником международных процессов разных всяких. И сейчас была такая готовность, но она сейчас сорвалась. И теперь Путин опасается своего окружения. Ведь они их все время успокаивали, например. Я это как гипотезу выдвигаю. Они их успокаивали. Сейчас, смотрите, сейчас Америка втягивается, сейчас Европа втянется в войну на Ближнем Востоке. Ну и все, мы снова будем на коне и так далее. То же самое было, когда они совершали геноцид чеченского народа. То есть российские спецслужбы, Патрушев, Путин взорвали свои же дома для того, чтобы обвинить в этом чеченцев. Сперва долго, 3 года представляли нас, даже больше, конечно, но после первой русско-чеченской. Они представляли нас террористами, исламистами. Внутри нас были их люди, которые подыгрывали. Также были полезные товарищи, которые этому подыгрывали. И в итоге нас представили исламистами, террористами и так далее. Совершили нападение. После этого, как мы знаем, произошло 11 сентября 2001 года, уже через 2 года, когда у России было очень все плохо, тяжело.
Правда, таких санкций, как сейчас, ничего не накладывалось. Запад играл с Россией. Ну и, короче говоря, мы знаем, насколько циничен и в преследовании своих интересов, экономических, личных, политических, тут на Западе себя ведут, мы это все знаем. Поэтому сейчас я вижу, что ситуация, вроде бы сейчас Путин боится, вроде бы сейчас он где-то прячется, там по бункерам там, и так далее, и так далее. И, скорее всего, внутри России есть силы, которые хотят свергнуть Путина. Но возникает другая дилемма, которая нам на протяжении вот этих годов потихонечку открывается. Дело в том, что, я так полагаю, здесь на Западе есть очень серьезные, очень влиятельные силы, которые не хотели бы, чтобы Путина свергали. И на протяжении вот этой всей широкомасштабной войны России против Украины, ну, неоднократно я вам на это указывал, неоднократно вам доказывал, что есть какие-то силы, которые хотят сохранить. И здесь такая игра вот этих вообще всех этих спецслужб идет, которые борются за какие-то свои интересы, а мы так статисты, так никто, которые должны просто послушно верить в то, что нам рассказывают, и исполнять то, что нам говорят. То есть, играя, воздействуя на нас каким-то образом, наталкивая нас на то, чтобы на какой-то определенной мысли, на то, что мы пошли вот именно по этой колее, по которой нам заготовили заранее. Мы это должны знать. Савелий, приветствую тебя, спасибо большое. Друзья, пишите комментарии, задавайте вопросы, я постараюсь на них в силу своих возможностей ответить. Так, пойдемте дальше. Так, Константин, привет. Надолго ли остановили? Вы имеете в виду войну в Иране? Я думаю, войну в Иране остановили. Американцы в ней участвовать не будут. Но события на Ближнем Востоке, они будут развиваться. И я полагаю, что события будут очень кровавыми на Ближнем Востоке. Но американцы, скорее всего, так сказать, умывают руки. Они оттуда выйдут, потому что война очень непопулярна. Но ситуация на Ближнем Востоке, она, мне кажется, только в стадии своего развития. Только в начальной стадии своего развития. Итак, Слен. Так, автомобиль въехал в толпу людей в Лейпциге. Есть погибшие и пострадавшие. Это произошло в центре города, сообщила местная полиция. На место также прибыли пожарные и скорая помощь. Причины наезда пока неизвестны. Как сообщили в полиции МДР, 2 человека погибли. Еще 2 получили серьезные ранения. Лейпциг — это Германия, друзья. У нас сегодня произошел наезд на людей. Пока рано судить, но есть подозрение, что что-то нечисто. Так, смотрю, вы голосуете. Голосуйте, друзья, не пропускайте. Я люблю это видео всегда показывать вам, друзья. Это очень важное видео. Давайте я его еще раз включу.
Еще раз включу. Это бывший министр внутренних дел Федеративной Республики Германия с 2005 по 2009 год Вольфганг Шойбле. В июле 2022 года он дал это интервью. К сожалению, через полтора года его уже не стало. И вот что он заявляет, что он признал свою вину за помощь России в войне против чеченской независимости, ошибочно борясь с исламским терроризмом. Давайте послушаем его. Что касается американцев, в то время, в 30-е годы, они тоже не нашли бы поддержки большинства вести другую политику в отношении Гитлера. Это чудовищное открытие из истории. Как и у нас, только после вторжения в Украину медленно началось то, что наш федеральный канцлер называет поворотным историческим моментом. Мы должны были распознать это самое позднее во время войны с Грузией или еще раньше, и тут я должен признать и свою собственную вину. Мы должны были понять это еще во время войны против чеченцев, обстрелов Грозного. Это не была борьба с исламистским терроризмом, как нам тогда казалось. Будучи министром внутренних дел, я ведь успешно сотрудничал с моим российским коллегой в борьбе с исламистским терроризмом, как я тогда верил. Но если бы я посмотрел на это хоть немного более критично, то мог бы увидеть, что это вовсе не борьба с исламским терроризмом. Мы могли бы увидеть это раньше, но мы этого не сделали. И бесполезно задним числом обвинять друг друга или соревноваться в том, кто раньше или позже это распознал. Ну, то есть бесполезно сейчас винить друг друга, но признать это дорогого стоит. Это дорогого стоит, когда это делает бывший министр внутренних дел. Также я бы хотел, здесь изучаю одну вещь, например, нам часто россияне говорили о том, что, а где ваша письменность, почему ваша письменность не такая, почему вашей письменности нет, на каком языке вы пишете. Я бы хотел зачитать небольшой вам текст про чеченскую протописьменность. На изображении, которое я опубликовал у себя в YouTube, в Facebook, везде, на изображении представлен фрагмент бихустинской надписи, точнее ее иламитской версии. Это один из самых знаменитых памятников древней письменности, высеченной на скале в Иране по приказу персидского царя Дария I около 520 года до нашей эры. То есть 2500 лет назад это было. Кстати говоря, эта надпись выбита на скалах, и для того, чтобы ее точно зафиксировать, этому ученому пришлось 1,5 часа на канате провисеть, фиксируя это все. Текст на картинке «Величественная политическая декларация». Эту надпись называют розетским камнем для клинописи. Она была написана на 3 языках: древнеперсидском, иламском, аккадском, вавилонском. Именно благодаря тому, что текст дублировался, ученые в 19 веке, особенно Генри Роулинсон, смогли наконец-то расшифровать клинопись и прочитать историю древних цивилизаций. Изначально эту систему письма создали шумеры в древней Месопотамии, на территории современного Ирака, в конце 4-го тысячелетия до Рождества Христова, между 3500-3200 годами до нашей эры. Представьте себе, 5500 лет, 5200 лет тому назад была создана чеченская письменность, чтобы протописьменность, которыми пользовались наши предки. Со временем клинопись стала международной системой письма на всем древнем Ближнем Востоке. В последующие эпохи эту письменную традицию продолжили их преемники, к числу государств и цивилизаций, в которых клинопись сохранилась и развивалась, относились хуриты, урарты, аккадцы, вавилоняне, ассирийцы, хетты, иламиты, древние персы. Характерные клиновидные в виде треугольников и линий значки, которые есть тут на картинке, получались из-за того, что писцы выдавливали их на мягких глиняных табличках с помощью тростниковой палочки. А знаете, как называлась тростниковая палочка? А знаете, как называется в iPhone или в Samsung вот такая палочка, которая вставляется?
Совершенно верно. Она называется стилос. Вот так она и называлась, стилос тогда. То есть это шумерское древнее слово получается. С прямоугольным или треугольным концом. То есть был стилус, прямоугольный он был или треугольный. И вот делались вот эти, на этой глиняной табличке делались вот эти надписи. Так что, если кто-то задает вопрос, чеченцы, запомните, наша письменность появилась 5500 лет назад. 5500 лет назад. Ни у кого не было письменности тогда. Ни математики не было. Нам некоторые рассказывают, что математика, там это, третье, десятое, появилась от арабов, от персов, там и так далее. Да, арабы, персы развивали, как и все остальные, эту математику и все остальное. Но все изначально закладывалось еще шумерами. Математика, деление, часы, 60 минут, 20 минут. Вот это все делалось еще со времен шумеров. То есть прямых наших прадедов. Самая засекреченная история – это шумерская история. Мы знаем про Метанию, которую строили хуриты. Мы знаем про Урарту, которую Урарту строили. И все эти люди говорили на нашем языке. На сегодняшнем чеченском, ингушском, бацбийском языках они говорили. Нохчий язык это. Тогда не было ингушей, чеченцев, бацбийцев. Все были одни нохчи. И вот все они говорили на нашем языке. Я абсолютно убежден, что и в музеях Лондона, Великобритании, и в Ватикана, в архивах, и многих других местах, конечно же, на Лубянке ФСБ, и в других музеях, и в Парижском 100% тоже есть секреты и тайны, которые от нас скрывают. Потому что если признать, как все происходило, тогда весь мир нам станет понятен, люди. Понимаете? Нас обманывают, нам не дают докопаться до истины. Чтобы эта истина не стала достоянием всей общественности, всех людей, всего человечества. В таком случае им удобнее нами управлять. Ну и есть многие народы, которые взяли эту историю от этих шумеров, хуритов, урартов, от этих людей, и присвоили ее себе. Они не сказали, что мы вместе с ними развивались. Вот были такие люди, мы вместе с ними развивались. Они сказали, что это мы, это наша история, что это есть мы. И это с этой фальшивой, ложной историей, к сожалению, которая она им ничего полезного не приносит, никто не захочет сейчас расставаться. Это большая просто будет катастрофа для них. Но как бы ни пытались скрыть, правду, рано или поздно правда становится известна. Явится истина и сгинет ложь. Воистину ложь обречена на погибель. Поэтому рано или поздно станет известно. Сейчас при помощи искусственного интеллекта, я думаю, американцы работают над этой схемой, над этой системой. Дело в том, что американцы очень усиленно изучают чеченский язык. Лучшие чеченские лингвисты, лучшие чеченские преподаватели, ученые чеченского языка с ними работают, вывозят кое-кого самых там известных, вывозят в Америку и годами работают над тем, чтобы чеченский язык сохранился, и при помощи него, используя язык, расшифровывать все вот эти шумерские, хуритские, урартские и все древние надписи, чтобы открыть правду. Я думаю, уже многие знают эту правду. Ну, не многие, я имею в виду те, кто там этим занимается, они все это знают. И не зря они скрывают эту правду. Самая, еще раз, да, она самая древняя, она самая первая считается, шумерская цивилизация. Другой просто не обнаружена у нас на Земле. Вот так вот эта шумерская цивилизация, она древняя, там можно что-то не все найти там, и так далее. Но при всем при этом она существовала 6000 лет назад, эта цивилизация.
ну, у нас очень мало информации, которая могла бы нам пролить свет. То есть у нас, у простых людей. У кого-то она есть. Как-то так, друзья, как-то так. Так что, ну, такие вот дела. Валейкум ассалам, Усман Машвой. Салам, салам, дорогой, шалом алейхим. Шалом, слава Украине, героям слава. АНБ, ЦРУ смотрит за тобой. И я очень благодарен, что смотрите, смотрите, да. Так. Вы родом из Грозного? Да, я родился в городе Грозном. Трамп добился своего в Иране, убрал всех аятол. Сейчас даже они не выходят на публику и эфир, как это делали Хамини и его сын. Да, совершенно верно, Иркин. Сейчас очень много распространяется информация, что там Трамп проиграл, США проиграли и так далее. Возможно, Трамп проиграл. Возможно. Это мы узнаем осенью, когда будут выборы, потому что его выигрыш или проигрыш заключается в доверии американского к ему народа. И мы тогда это узнаем. Но я могу сказать, что США выиграли. Иран проиграл этой войне. США получили колоссальный репутационный удар. А между прочим, для них репутация, ну, можно сказать, не менее важна. Да, они иногда ею пренебрегают для того, чтобы достичь каких-то политических целей. Потому что слишком мощная у них и репутация, и история, и финансы, и все остальное, и вооружение. И политическая сила, так скажем. Но при всем при этом, они выиграли однозначно эту войну, 100%, под ноль просто, в сухую выиграли они у Ирана эту войну, воздушную войну, да, наземной как таковой не было. К сожалению, с большими репутационными потерями для США это произошло. И хотя, конечно, США и беспокоятся о своей репутации, как я уже сказал, но при всем при этом нужно отметить, что они иногда ее пренебрегают. Но сейчас это очень колоссальный удар для США в репутационном смысле, вообще в мире. И если бы США пошли бы дальше, было бы еще хуже для США. Это было бы и могло бы стать и военным, и политическим проигрышем и так далее. Сейчас только репутационный небольшой ударчик, относительно небольшой, но тоже приличный, так сказать. Поэтому, и когда люди рассказывают, что там США проиграли, там Трамп, возможно, в определенной степени Трамп проиграл, но не США. США выиграли. Также выиграли все, в принципе, ну, кроме Ирана и России, конечно же. Все выиграли. И хорошо, что продолжение этой войны мы не видим, и американцы не будут погибать на этой войне. Это очень радует. Очень радует. И ситуация, где нас будут дальше продолжать стравливать, то есть мусульман и христиан, эта ситуация тоже осталась. К счастью, все, конечно, накал спал, как мне кажется, но в любой момент они могут ее заново завести, свою шарманку, и начать это делать. Но, опять же, с одной стороны, это даже хорошо, что мы понаблюдали за этим, были у самого края такой глобальной большой катастрофы, ну, мы ее избежали, пока, по крайней мере, пока мы ее избежали. Как-то так, друзья, посмотрим, 100% США выиграли, и США будут только расти и сильнее становиться, я так думаю. И то, что у них внутри вот эта разборка, это абсолютно нормально для демократического государства, особенно когда в таких условиях, в такой ситуации происходит, это они даже очень даже спокойно сейчас себя ведут по сравнению с тем, что могло бы быть. Как-то так. Но объединение у нас на Кавказе, проблемы не заканчиваются. Объединение в проект Кечкин, а как они называют нас, ДИЧ, то есть Дагестан, Ингушетия, Чечня, в этот исламистский анклав процесс идет. Они это
пытаются нам преподнести так, что они заботятся о нас, там, о мусульманах там, и так далее. Но одновременно с этим они хотят объединить вот эти три народа для того, чтобы таким образом управлять. Например, они говорят о том, что Кабардино-Балкария, которая состоит из двух разных народов, и как они утверждают, два народа, которых друг друга недолюбливают, или же Карачаево-Черкесия, тоже два разных абсолютно народа, которые также говорят. И вот они говорят, они спокойные. Вот из-за того, что они спокойные, нужно два нелюбящих друг друга народа объединить и так далее. И в эту логику как раз ложится то, что как раз они хотят нас рассорить с ингушами, как мы видим. Вот этот кусок земли, который постоянно, потом какие-то ингушские провокаторы и потом чеченские провокаторы садятся и начинают друг на друга грязь поливать. Якобы они очищаются. То есть все два родных брата, фактически два родных брата, ну, и в угоду вот сегодняшней ситуации, тогда еще несколько лет назад, 10 лет назад, они уже нас расстравливали, чеченцы стравливали друг с другом, там, 5, 6, 7 лет назад, да, когда они за эту землю говорили. Мы еще не могли понять, о какой земле идет речь, зачем они это делают, да, зачем им нужно стравливать чеченцев и ингушей, вроде бы им нужно, чтобы спокойствие было, чтобы чеченцы и ингуши не бунтовали, там, не возмущались и так далее. Но нет, они упорно нам навязывали. Причем обсуждение земли, которую якобы чеченцы и ингуши спорили, 99,99% ни ингуши, ни чеченцы этого куска земли не видели в свои глаза. И он находится где-то в горах. И это достоянием истории является для обоих народов одинаково, потому что мы буквально 100-200 лет назад только начали расходиться, и все. Так, чтобы как два народа это можно было называть. Причем это тоже политика имперской России была. И вот в этой ситуации нам постоянно навязывали, что ингуши плохие, днем и ночью, короче говоря, везде мы могли это прочитать. Ну, соответственно, им то же самое говорит. И теперь дичь или проект Кечкин, так будет правильно это называть, не повторяя их название Дагестан, Ингушетия, Чечня. То есть мы будем зверьми, которых они будут уничтожать. Вот они так нас и обзывают. Вот в этой ситуации мы должны понимать, что нас будут объединять не для того, чтобы мы стали единым, мощным, братским каким-то союзом, а для того, чтобы нас разъединять, чтобы ингушей использовать против чеченцев, чтобы они заодно брали. Сейчас ингуши борются за свою власть внутри и между собой где-то там конкурируют, политически конкурируют, честно, нечестно, правильно, неправильно, у себя. То же самое должно происходить в Ичкерии. Но как только Россия ослабевает, с Кавказа она уходит, и нужно сделать так, чтобы мы между собой грызлись. Это объединить нас с дагестанцами, объединить нас с ингушами. Как мы знаем, главарь банды УФСБ, ныне в Чеченской Республике Ичкерия оккупированной, глава Дмитрий Кечкин, в честь кого я и называю этот проект Кечкин, он был долгое время, обвиняется мной, и есть все основания полагать, является соорганизатором теракта в Бостоне, Дмитрий Кечкин. Вот этот Дмитрий Кечкин долгие годы работал оперативником ФСБ в Дагестане, то есть уничтожал чеченский, дагестанский народ. Затем его перевели, потом он стал замначальником Дагестана у ФСБ. Потом его перевели на год в Ингушетию, там он всю свою агентуру провел перекличку, собрал их, и его сейчас перевели в главный субъект, который они оккупировали в Ичкерию, для того, чтобы вот он оттуда уже всеми координировал, управлял и так далее. Как известно, он уже по локоть в крови американских граждан, поэтому воевать против Армении, Азербайджана, против американцев, ну, самое то, что доктор прописал, не предаст, уже все кровью американской повязан. Короче говоря, нормальный выбор ФСБ сделала. Человек, который будет дальше продолжать свою кровавую деятельность. Ну, посмотрим, сколько он ее будет продолжать. И, как говорится, как Джохар Дудаев говорил, будут гореть города, да. Я немножко перефразирую его и скажу,
обязательно поступит стук в дверь тем, рано или поздно, тем, кто уничтожал, убивал чеченский народ. Обязательно. И Кечкин, и ты, и Хвостиков, и все остальные ваши генералы, полковники, и ваши вот эти шнурки, запомните, рано или поздно в вашу дверь постучат. Вы никуда не денетесь, вы никуда не скроетесь. Ситуацию вы видите. Последняя ваша надежда, это была Иран, начать войну. Да, вы и дальше будете террор делать, но за все вам придется ответить. Поэтому предлагаю не делать свою работу слишком рьяно. Не делать вы ее не можете, потому что вас просто уничтожат. Но если вы делаете, не делайте ее так рьяно. Потому что потом это может стать для вас смягчающим обстоятельством, если вы будете не такими уж рьяными, да. Так, пойдемте дальше. Так, посмотрим, есть у нас в ТикТок здесь комментарии. Вот 80 человек смотрят, и никто не задает вопросы. Ну, молодцы, да. Так, что у нас по вопросам? Бросят ли США после обнуления Ирана все силы, чтобы добиться полного военного поражения России? Да, ответили 23%, нет, ответили 55%. Русню уже ничего не спасет. Я там не ошибку сделал, подождите. Ничего не спасет. Ответили 22%. 22%. Ничего. Ничего я написал здесь. Ну, извините, друзья, тут ошибочка вышла. Да. Так. Так. Вопрос здесь. Ингуши нормальные как народ? Сова и кот, да? Ну, во-первых, все народы нормальные. А во-вторых, ингуши нормальные ровно настолько, насколько нормальные чеченцы. Вот так, если на всякий случай, чтобы понимать. Да? А так все народы и нормальные, и хорошие. Нет плохих народов. Так. Все то малое, что у вас написано, находится в Армении, в музее Матадарна. Остальное, о чем вы говорите, ложь. Говорили, говорит, ложь. Но все, что ты говоришь, не стоит ровно ничего. Знаешь почему? Потому что ты абсолютно не понимаешь, о чем ты говоришь. Абсолютно. Мы знаем свою историю. У нас очень много ученых изучает нашу историю, и ее не скрыть уже. Ее уже не скрыть.
все, что находится в Армении, это только малая толика того, что сохранилось. И, может быть, кстати, я забыл про музей в Армении. Это тоже очень важный музей. И у армян много артефактов хранится, которые, кстати говоря, пытаются сказать, что это их история. Хотя она их, но она началась намного раньше, чем армяне появились в Урарту или в районе Эренбури. Ереван назывался изначально Эренбури. Бун, Эребун. Бун – это хижина, небольшая постройка. А Эри – это открытая площадка на поляне, значит, или на открытом пространстве. Эренбур. Эренбун. Например, тот Нагорный Карабах, где вот армяне искали, у них там есть раньше, чем даже у азербайджанцев, они там находились, армяне, имеется в виду вот в этой местности. Потому что тюркоязычные пришли позже. Армяне пришли в Урарту где-то в VI веке до нашей эры. В VI веке, может быть, в VII веке до нашей эры пришли. В Урарту уже, которая существовала. Поэтому все, что ты говоришь, это ложь самая настоящая. А я говорю только правду и ничего, кроме правды. Понятно тебе? Что думаете про Туапсе? Война перешла на Россию, у старого Путина поляшкам. Я думаю, война, конечно, уже давно перешла и на территорию России, еще когда с момента широкомасштабно перешла, можно сказать, когда в Курск зашли украинские военные. Как-то так, Леон. Война идет, война будет еще сильнее разворачиваться, очень сильно будет разворачиваться, очень усиливаться будет война. И в этом смысле все только впереди. Все только впереди у России. Я вот смотрю, постоянно мне здесь предлагают, почему я не иду воевать, почему я не иду воевать. Почему вы не пишете тем, кто воюет, почему вы воюете? Вы им пишете, точнее, вы им пишете, почему воюете? Мы же братья, мы же славяне, перестаньте. А мне идти воевать, значит, получается, да? Я просто не могу понять вашу логику. Вам страшнее то, что я делаю вот информационно, и вы предпочли бы меня видеть. Вы еще не знаете, я же чеченец. Если я пойду, может, во мне талант откроется, я супервоином стану. Понимаете, я блогером-то никогда не был, да?
вот вынужденно, видишь, все внимание сконцентрировал на себе. Что поделать, да? Хотя все просто делают вид, что не замечают, и все одновременно слушают, и все одновременно фиксируют все, что я говорю. И потому что мы говорим правду, а в этом мире лжи всегда хочется держаться за правду. А мы, чеченцы, первые люди, возможно, первая цивилизация, скажем точнее, на земле, которые утверждаем, что мы знаем истину. Мы знаем, и мы знаем ключ выхода этого мира из этой сегодняшней системы. Ни глобализм, ни все остальное не вытащат нас из этого мира. Мы только чеченцы знаем, понимаешь? У нас есть это видение. Заложено программой Богом еще, понимаешь? Поэтому нравится, не нравится, да, терпи, как говорится, да. Ты же все мечтаешь вернуться с Ичкерии. Смотри, Жужа, Ичкерия есть, она существует. Независимое, суверенное, демократическое, правовое государство, оно существует. Мы, чеченцы, оказались в оккупации. И мы не сдались. И дело в том, вот есть один пропагандист российский, он сказал правильную фразу, но он ее сказал с точки зрения русского мировоззрения, как русский видит это. Он сказал, что чеченцев никто не понимает, говорит. Они идут сквозь века. Сквозь века. И это очень важно, замечание то, что он делает. Во-первых, чеченцев никто не понимает, он говорит с точки зрения русского мировоззрения, русского человека. Он видит это и не может понять чеченцев. Он не может нас понять, потому что ему это не дано. Свободный человек, раб и свободный, они думают по-разному, у них разное мировоззрение. Но правильно он понимает, что мы идем сквозь века. Дело в том, что есть такой один безродный Кошман такой есть, который с Патрушевым грабили чеченский народ, уничтожая его одновременно. Сейчас здесь в Европе уважаемый бизнесмен вложил миллиарды, вложил в строительство в Болгарии дома и все это сдает, там, ну, очень себя хорошо чувствует себя Кошман. Есть такой деятель. Он сказал, что когда шла война, он сказал, что вот там чеченцев уничтожают, там начали журналисты, правозащитники что-то там предъявлять. Он сказал, не волнуйтесь, этих чеченцев не будет. Ну, все испугались, как не будет, вы что, хотите всех их убить, туда-сюда. Он сказал, нет, он также успокоил, сказал, не волнуйтесь, чеченцы будут физически, но это будут другие люди. Понимаете? Другие люди. И когда он такое сказал, для нас, для чеченцев, это оскорбительно. То есть даже не столько оскорбительно, сколько возмутительно. Мы удивляемся, как вы, не понимая нас, пытаетесь своим мышлением, своим безродным арабским мышлением представить нас, что мы изменились. Нет, это невозможно. Понимаете, это физически, морально, психологически никак невозможно. Понимаете? И почему невозможно? В том числе, потому что мы один из первых цивилизаций на этой земле. Понимаете? Вы можете уничтожить все наши книги, вы можете письменность уничтожить, вы можете все наши дома, все наши кладбища сравнять, как вы это уже неоднократно делали, русские, я к вам обращаюсь. Но вы не можете нас переделать. Понимаете? У нас настолько мощный фундамент, что после того, как мы станем борцами не за свободу, не будем хотеть быть свободными, справедливыми, честными, которыми они всегда были. Я абсолютно убежден, в этот день наступит конец света. Этому миру не жить, если не будет здесь чеченцев на этой земле. С видением, не тех, кто продались, кто там поменял свое видение ради 2 копеек, а кто остались. Вот что самое интересное. Еще тоже запомнился один момент, когда Первую русско-чеченскую войну французский один журналист снимал фильм про чеченцев, он там бегал за чеченцами, с камерой снимал все это. И потом он в этом ролике говорит, чеченцы дрались так, как будто уже побывали на том свете, узнали, что там есть рай, и что им вообще смерть не страшна.
И вот они так дрались. Ну, я не точно, приблизительно, что он сказал. И я помню этот ролик, мне мои друзья постоянно показывали, говорили, смотри, он говорит, что вот там дерутся, ну, как бы, это приятно ощущать, что вот о вас так говорят. Вот, наверное, с этим. И я думал, тоже мне тоже это понравилось, как он сказал. Потом я говорю, а почему ты так это удивляешься одному своему, такому типичному чеченцу, такому глубинному чеченцу? Я спросил, он мой ровесник был, молодой. И он моментально повернулся, так удивленно мне сказал, а что, если мы умрем, мы не попадем в рай, что ли? Вот чего он такое говорит? То есть он был удивлен с удивления француза. Почему француз говорит, что вот мы попадем в рай, туда-сюда, он абсолютно убежден. Ну, как это? Как будто вот стена, вот компьютер, вот телевизор, короче, вот все это есть. Ну, точно так же это все для нас понятно, понимаете? Мы по-другому мыслим, по-другому думаем. Вот как-то так, Дион. Поэтому все нормально, не волнуйтесь. Да? Мы вас всех спасем. Честное слово, я вам гарантирую. Мы вас всех выведем из этой мглы, куда мы зашли. Лживой, просто бешеной этой лжи. Мы вас, чеченцы, выведем. Мы маяк для вас будем, понимаете, для всего мира. И никакой глобализм не поможет. Мы должны переходить на братство, на тейпы. Тейпы – это братство. Не племена, как русские пытаются представить, а это братство, то объединение. Тейпы военных есть и так далее, и так далее. Кстати говоря, в Америке именно так и живут общины и так далее. Даже в крупных городах есть такие общины, можно сказать, как тейпы. Вот как это все преподносит. Да, они по родственным состоят, а некоторые вообще только по общему бизнесу. Да, одной национальности мы все, но с другой стороны, чеченский народ, чеченская культура, она настолько антифашистская, она настолько антиксенофобская, при всем при этом мы сохраняем свое, не будучи ни нацистами, ни фашистами, ни ксенофобами. Наоборот, у нас настолько это сильно развито, я знаю только один народ на земле, который называет своих детей именами других национальностей. Это чеченцы. Мы принимаем любого беженца, и через 4 поколения, если он же соблюдает наши законы, живет, он становится гражданином, так сказать, в современной интерпретации, становится чеченцем. Понимаете? Если он проживает 8 колен или 7 колен среди чеченцев и знает своих 7 предков и так далее, он становится благородным чеченцем, который знает своих предков и так далее. То есть мы вне зависимости от расы, национальности, религии принимаем любого человека, и он становится чеченцем, если он живет и видит, думает как чеченец, уважает чеченцев, созидает вместе с чеченцами, воюет, если нужно, вместе с чеченцами. Он становится полноценным гражданином, как в любой стране становится, и у него есть те же права. Есть проблема, что некоторые, находясь среди нас, говорят, что они чеченцы, но они работают на Россию, на Турцию, на кого-то другого. Эта проблема существует. Но также есть и чеченцы, которые настоящие чеченцы, то есть уже больше 8 колен точно они чеченцы, они продаются России. Это тоже есть, это тоже скрывать нельзя. Но они автоматически, если чеченец отказывается от своего и становится чьим-то добровольным рабом, не вынужденно, когда тебя могут убить, и твою семью могут убить, а сам добровольно, осознанно ты приходишь в это, то ты перестаешь быть чеченцем. И те, кто перешел на сторону России сегодняшние, так называемые кадыровцы, там разные всякие, там кадыровцы это только одна часть, там ГРУ есть, ФСБ есть, а Кадыров это часть ФСБ, внутри ФСБ, только на Путина работает, кстати говоря. А как мы знаем, Путина уже все ненавидят, поэтому это вот тоже, соответственно, это такая главная торпеда. Не знаю, как он будет из этой ситуации выходить, я имею в виду Путин, но у него дела не очень хорошо идут. Поэтому не волнуйтесь, мы знаем, как жить, мы не ксенофобы, не фашисты, не нацисты. И все сейчас, вот, которые нам набрасывают, что там мы какие-то исламисты, радикалы, это все стопроцентная пропаганда и обман, который нам навязывают. И чеченцы
отторгают это. Несмотря на какое-то время, когда наши воины воевали, мы считали, и весь мир реально был за Россию, мы все это видели. Даже сейчас, помогая Украине, мир помогает, долгое время помогал России. Сейчас вроде бы как бы отворачиваются от этой помощи. Поэтому еще раз напоминаю вам, не волнуйтесь, мы вас спасем. Весь мир вас спасем. Понимаете? Мы, чеченцы, знаем ключ к успеху только у тех, кто самый первый на этой земле создавал государство, письменность, математику и все остальное. Понимаете? Так что все нормально, не волнуйтесь. Еще раз напоминаю. Глубокое уважение народу ночи. Петрушенко. Спасибо. Взаимно. Взаимно, дорогой. Я смотрю, вся ГБшная рать сегодня, да, в сборе, да. Ну что ж, друзья, да, придется вам. Так, что у нас по голосованию? Друзья, не забывайте голосовать. У нас всего 205 человек проголосовало в YouTube. Бросит ли США? Кстати говоря, друзья, вы здесь в ТикТок тоже можете проголосовать. И вот вам 3 варианта. Вы просто пишите да или нет. Даже 2 достаточно для вас. Бросит ли США после обнуления Ирана все силы, чтобы добиться полного военного поражения России? Да или нет? Скажите, пожалуйста, тиктоковцы. И вы, друзья, здесь в YouTube тоже отвечайте, пожалуйста, на вопрос. Валейк салам, Рояль, Машур, слава Украине, Юрий Радко, героям слава. Ради чего лично вы сейчас брижетесь слюной? Сколько вам платят за эту хреноту, которую вы несете, говорит Раиса Хатухова. Раиса, ну, во-первых, мне никто ничего не платит. Во-вторых, слюной не брижу. И ради чего вы спросили? Ради справедливости, ради закона, ради того, чтобы мой чеченский народ, который вы, ну ты-то манкурт, уже обрусевший просто, судя по фамилии, ты самое ничтожное существо из всех, что есть в этой арабской России, манкурты. Ради того, чтобы вывести свой чеченский народ под кабалы имперской фашистской России. Мир поделился с момента его зарождения на 2 типа. Когда общество самоуправлялось, еще с времен шумеров, хуритов, метаний и всего остального. И когда люди захватывали власть и подчиняли себе людей. И тогда появилось рабство, диктатура и все остальное. Изначально Богом заложено рабство не было на этой земле. Поэтому мы, чеченцы, то есть со времен шумеров, со времен хуритов, со времен урарцев, всегда сражались с тиранией, с империями. Например, Урарту это главный враг был ассирийцы. Мощная, сильная империя, которая просто веками сражалась против чеченцев. То есть тех хуритов, которые там жили, их называли они хуритами. То есть этих чеченцев нынешних, потомков, предков нынешних чеченцев. Сегодня и неоднократно-то, потом монголы были. И везде мы были против империи, против диктатуры, против тех, кто выступает за тиранию. Мы по нашему ДНК, мы демократы, демократос, народовластие. То есть
Это божественная сила, когда народ управляет сам собой, общественность, общество управляет само собой. А не когда какая-то там верхушка захватывает власть и там поколениями эту власть не отпускает и угнетает этот народ. Так вот, мы, чеченцы, как и положено, видимо, Богом, хранителем, назначенным Богом хранителей свободы, справедливости на этой земле, нам суждено, видимо, все время драться с тиранией и с диктатурой, с империями. И большому сожалению, некоторые на России уже смирились с этой судьбой и согласились быть рабами. Видимо, что-то в них сломалось. К сожалению, есть и чеченцы, которые перешли, хотя я не верю, что они на самом деле видят, как чеченцы, имеют мировоззрение чеченское, потому что это самоубийство для чеченца стать рабом тем, кто тебя убивает. Ради денег. Ради денег это еще самое оскорбительное, самое ничтожное, да, когда понимают, что тебя можно купить за деньги. Чеченцы презирают это. Мы не уважаем это, понимаете? Но если мы оказались в тюрьме, нас убивают, мы как-то пытаемся молчать, как-то выживать и так далее. Но это не значит, что мы поменялись. Это не значит, что мы когда-нибудь поменяемся. Понимаешь? Поэтому я хочу вырвать свой чеченский народ. То есть это не мое дело. Это не дело Джохара Дудаева. Это дело Бога, божественное дело, не побоюсь этого сказать. 6000 лет мы занимаемся тем, что не покоряемся. Не покоряемся и никого не порабощаем. Никогда у чеченцев не было ни рабов, ни господ. Понимаешь? Ни тюрем, ни детских садов, ни детских домов, ни тюрем, ни домов престарелых. Понимаете? Если взять за основу, а это не случайно же, что чеченцы такие вот древние, что язык у них и все остальное. И все это признают, что мы древние. Просто некоторые не хотят свою историю нам отдавать, потому что они уже на ней паразитировали очень долго. И некоторые верят искренне, что это их история. Поэтому если посмотреть на мировоззрение чеченцев, как мы устроены в своем обществе, вы поймете, что только таким образом человечество сможет развиваться. Именно вот обустройство чеченского общества. Именно так. А как будет, ну, самому Богу только известно. Так. Пойдемте дальше. Слава Ичкерик. Героям слава, Роял. Алейкум ассалам, Роял. По-моему, я уже тебе отвечал. Это высший разум, он пришел к нам с другой планеты. Нет, я не пришел с другой планеты, я с этой планеты. И высшим разумом я себя не назову, конечно же. Но я тебе скажу, что особые качества есть. И у меня в том числе. У чеченцев в целом есть. И у меня в том числе есть. Ну, например, я дальтоник. Не различаю цвета. Рабство появилось как гуманистическая идея. До этого был только геноцид. Но я не думаю, что, конечно, это гуманистическая идея, но прикрыть геноцид и не просто убивать, а использовать людей для своего блага, для своего обогащения, то это, в принципе,
рационально для людей, у которых нет моральных и нравственных, религиозных рамок. Для них это нормально. Поэтому на гуманистической идее, может, ее преподносили, но точно она ею не была. Ну, преподносили, наверное, да, мы вас не убиваем, вот идите работайте. Наверное, так это сказали. Но это надо поспорить еще, что лучше, умереть или быть рабом. Какой повод у нищей безмозглой России почувствовать себя сверхдержавой? Появилось лишние 2 копейки в кошельке. Ва Петриченко, знаете, в чем повод, какой повод, для чего они это делают? Дело в том, что как о каждой культуре это имеется, у русских есть определенно сформированная, хоть это искусственный народ, искусственный язык, но у них есть сформировавшаяся имперский нарратив, имперская скрепа у них сидит. И им важно ощущать себя великими. Дело в том, что для империи, в принципе, империи, ничего хорошего в империях нет, в принципе. Ну, во-первых, это войны, смерть и все остальное. Во-вторых, это очень удобно твоему народу, вместо того, чтобы дать ему денег, дать ему социальное пособие и дать ему медицину, сказать, да мы смотри, какая великая страна. А ты хочешь денег заработать, так иди в армию, иди там награбишь, намародерничаешь, если хочешь там заработать, ну, карьеру сделаешь там и так далее. И таким вот образом они отправляют людей на войну. Поэтому это зло Россия абсолютная, вот просто без оскорблений, без преувеличений, просто констатация стопроцентной истины, факта стопроцентного. Россия, то есть КГБ, ФСБ, которая им управляет, абсолютное, беспримесное зло на этой земле. Абсолютно. И вот есть божественная сила, это вот на это не только чеченцы, сейчас украинцы ту же божественную силу несут. Они борются за свободу. То, что им Бог дал, и мы, кстати говоря, тысячи лет назад пересекались с украинцами, кстати говоря, тоже есть доказательства этого. Украинцы, оказывается, древнейший народ, очень древний народ украинцы. И вот, несмотря вот на это, есть вот часть человечества, которая борется и стоит на позиции Бога, на позиции свободы, на позиции справедливости. А есть вот зло, абсолютное зло. И вот это абсолютное зло, вот гнездо этого зла находится в Москве, на Лубянке. Понимаете, там все это зло находится. Вот это зло борется везде в мире, где есть справедливость, честность, свобода. Вот с этим оно борется. Америка же выступает и является лидером свободного мира. Но Америка иногда скатывается к тому, что она забывает про эти принципы, которые декларировали ее отцы-основатели и те люди, которые создали Америку. Ее же не Трамп создал. Трамп только и его отец только зарабатывали на Америке. Они были богачами и сейчас ими остаются. А эту Америку люди жизни отдавали. Люди ничего, копейки лишние, цента лишнего не брали. Работали, чтобы сохранить это государство. Начиная от полицейских, там, заканчивая там, президентами. Все это делалось какими-то людьми, огромной массой людей на протяжении 2,5 веков. А не для того, чтобы сейчас Трамп или кто-то другой приторговывал интересами, принципами и так далее. Но по факту США выступает именно в этой роли. В этой роли. И было бы хорошо, если бы они выступали искренне и честно, а не так, как выгодно сегодня. Потому что сегодня, если Америка стала великой и сильной, это не заслуги, опять же, Трампа, а тех людей, кто был честным, справедливым, берег репутацию, боролся, гиб, мерз, голодал и все остальное, чтобы сделать Америку такой, какой она сегодня есть. Вот такие вот дела, друзья. Так что все нормально.
Абу Бакр, Дейрес Хуйлон за вот эту цитату, она очень сейчас, кстати. Русизм — это особая форма человека-ненавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и аморальности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, преступным отношением как к людям, так и всему живому. Да? Просто не до конца ты написал, поэтому я немножко дополнил. И это слова Джохара Дудаева. Стоит на параде кому-то выкрикнуть «воздух», цирк будет отдыхать. Абсолютно согласен. Мусульмане, проживающие в Украине и воюющие с рашизмом по исламу, они делают джихад. Я абсолютно стопроцентно в этом уверен, Абу Бакр. 100% это так. Я лично в этом убежден. Я считаю, что мир делится на два типа. Религии — это потом уже дополнение всему этому, как, чтобы, хотя они очень схожи, все религии. Да? Авраамические — это практически одно повествование, а есть и другие религии, которые очень схожи в своей глубинной части справедливости, человечности и так далее. А мир делится на два типа, как я уже сказал. Это диктатура и демократия. Свобода и несвобода. Вот только на эти два типа делятся. Та же диктатура, она делится: религиозная диктатура, коммунистическая, там еще какая-то, монархическая и все остальные. То же самое касается и свободы, и стороны света. Там то же самое. Есть религиозное, есть это, третье, десятое, все. Демократия та же самая. Поэтому мир делится только на два типа. На диктатуру и на свободу. Все. Все остальное — это уже деление нас идет. Так, противно смотреть, как ты себя примазываешь к Дудаеву и героям Чечни. Ну, во-первых, я себя не примазываю к ним. Во-вторых, Жужа, с ником Жужа, ты что хочешь сказать? Например, Алла Дудаева очень уважительно обо мне отзывается. Она, как ты знаешь, вдова Джохара Дудаева. Почему-то она не говорит тех слов, которые ты говоришь. А я, Дедигов, ближайший соратник Джохара Дудаева, бывший председатель парламента. Он ко мне также относится хорошо и не считает, что я примазываюсь никому. Что-то, по-моему, у тебя какая-то чушь выходит. Да? Вы пытаетесь украсть нашего Дудаева, как всю историю, как сейчас русские пытаются украсть историю Украины, потому что без их древнейшей тысячелетней истории они никто. Понимаете, вот за это идет борьба. Даже не за Киевскую Русь идет борьба. Хотя это оттуда весь отсчет идет современных украинцев. Идет тысячелетняя борьба за тысячелетнюю историю украинцев, славян. Вот за что идет борьба. Понимаете? Поэтому, когда вы говорите какие-то вещи, там, почему мы приписываем, не приписываем, я делаю то, что я делаю. Меня видно. А ты кто, Жужа? Где тебя видно? Где ты, да? Салам алейкум, ассаламу алейкум. Участвую в упоминании Джохара Дудаева. Насколько хорошо вы его знаете? Мне лично очень какая бы его позиция касаемо евреев Ичкерии, ну и Израиля, если была. Шалом, Денджел. Ну, Джохар Дудаев был не просто президентом, это был нашим лидером, любимцем всего народа. Была его позиция по поводу евреев, ну, я об этом говорил, я так полагаю, ты иногда меня смотришь. Вот у нас был Канкалик такой, ректор университета, его заместитель, ректор Чечено-Ингушского нефтяного, по-моему, института. Его заместитель Беслиев такой был, зам ректора. Вот тогда они вдвоем выходили, а Канкалик и еврейская община города Грозного поддержала
Джохара Дудаева и нашу путь на независимость. Ну, в принципе, тогда все поддерживали, все выходили, все там, парад суверенитета, там все такое было. Поэтому не казалось, что это кто-то нас хочет за это убить. Но Канкалика похитили и убили. Во время его похищения убили Беслиева, который заступился за него. То есть чеченец заступился за еврея и погиб. Еврей был похищен и позже убит. Это сделала ФСБ. Это сделала тогда ФСК, это называлось. Федеральная служба контрразведки тогда. И тогда многие евреи поняли, что все, они в угрозе, что будет война, и раз уже Канкалика убили, и уже процесс нашел. И многие евреи начали уезжать. Джохар Дудаев с большим уважением относился к еврейскому народу. И когда началась война, первая русско-чеченская, широкомасштабная первая русско-чеченская война, по факту четвертая агрессия на Чеченскую республику Ичкерия, Джохар Дудаев в одном из интервью турецкому изданию, журналисту, сказал, что где Турция, почему маленький Израиль заявил ноту протеста, а Турция молчит. Вот на нас напала Россия, почему Турция молчит и так далее. Говорил. Джохар Дудаев очень хорошо относился. Но я скажу, после Джохара Дудаева, после его гибели, велась мощная пропаганда, и вы должны знать, ты молодой, тебе это тоже нужно знать, потому что ты этого не видел. А я это видел и слышал сам лично. Я видел и слышал отношения и уважительное отношение к евреям. Единственный народ, который в моем детстве мне говорили, что эти люди нас не грабили и возвращали нам то, когда мы возвращались в свои дома, нам возвращали наше жилье и так далее. Это были евреи. Потом я уже узнал, что евреи приходили на перрон, когда чеченские поезда с чеченцами возвращались из Казахстана, Средней Азии, евреи на Лезгинке встречали. И чеченцы плакали, когда спускались на перрон, потому что это были единственные люди, которые тогда встречали, единственные люди, которые приветствовали. Русские и наши братья, соседи, которые занимали наши дома, у которых мы выкупали за деньги, то есть мы как будто на заработки поехали, с деньгами возвращались, денег не было, 13 лет в голоде, в холоде, погибая, в нищете прозябал. А тут тебя еще вернулся, надо еще покупать свои дома было. Так вот, наши соседи и русские проводили митинги, чтобы чеченцев обратно отправили в Казахстан и в Среднюю Азию, в Сибирь. Вот туда вернули нас. Вот как было. Поэтому отношение к евреям испортилось в головах чеченцев. Начали портить и закладывать программу. Я это отлично помню, очень хорошо помню. Когда началась первая русско-чеченская война, уже Джохар Дудаев уже к тому времени погиб, и начали нам рассказывать, что это евреи замутили. Евреи на России, они очень заметные, очень, не так много их, но они очень заметные, как, в принципе, и чеченцы. И евреи начали подминать весь бизнес. Евреи были на телевидении в России. Как сейчас мы понимаем, сейчас армян они используют, тогда евреев используют. Сейчас евреи есть на информационном небосводе фашистской России. Так вот, нам начали рассказывать, что евреи начали против нас войну. Что это евреям нужно, русским это не нужно. Потом есть такой Тимур Муцураев. Начал петь песню «12 тысяч маджахедов возьмут Иерусалим». И оказывается, как это ни странно, 12 тысяч муджахедов, не только Муцураев сам не пошел с ними, но он еще и амнистировался и сейчас живет в Чечне спокойно. И я полагаю, что это было целенаправленное такое разжигание ненависти в отношении. Но это всего лишь одна песня была, но эти песни по какой-то причине, а я думаю, авторское право принадлежит не ему, этой песни и многих других, хотя некоторые это его песни, писал не он, потому что его песни исполняли сегодня, сейчас, вот в прошлом году я видел на Красной площади, они по YouTube, где они поют песни разные, там, про жизнь, про смерть, там, другие, третьи, у него есть там разные такие. Он просто исполнял такую песню, вот и все. И вот это все, что было.
Вот вся эта ненависть, вот эта песня была со стороны чеченцев. Ну, она распространилась, и да, чеченцев представили, что мы антисемиты, антисионисты, что не любим. Но я знаю одно, что на территории фашистской России ни один российский офицер, военный, ФСБшник, там, мент, ну, может, мент не так, хотя то же самое, если он благосклонно относится к евреям и к Израилю, он предатель. Это стопроцентный факт. Я в этом убедился за всю свою жизнь, общаясь, находясь там. И евреи, которые живут в России и работают на КГБ, эти евреи ничем не отличаются от чеченцев, которые продались, их убивали, они им продались, и теперь они служат этой России. И русские сейчас не говорят за всех чеченцев, они ичкерийцы говорят. Плохие ичкерийцы, плохие там, им хотелось бы, чтобы мы все были исламистами, чтобы спрятаться за спину, широкую спину Запада, и оттуда нас кидать там своими копьями, там, камнями и так далее. Убивать нас таким образом легально, легитимно, как они хотели бы это делать. И несмотря вот на эту ситуацию, Россия представляет чеченцев сейчас хорошими. Сейчас чеченцы неплохие, ичкерийцы плохие. Также евреи, хорошие есть евреи. Но только вот сионисты плохие. Вот хочешь ты свое государство Израиль, ты враг. А если ты не хочешь государство свое Израиль, то есть хочешь бесплатным приложением к Мурзилке быть в фашистской России или кого другого, вот тогда ты нормальный еврей. Вот точно так же они относятся к нам. Поэтому ни Дудаев, ни чеченцы, а я говорил вам не просто про евреев. Евреи это одна только этническая группа, с которой мы общались на Кавказе. У нас на Кавказе живет их 100 этих этнических групп. 100. И мы ни с одним из них не воевали. Никогда сами, вот что вот мы объявляем войну, нападаем на христианскую Грузию, нападаем там на Азербайджан, или нападаем на дагестанцев, или нападаем на кого-то. Никогда этого не было. За всю свою историю чеченцы ни с кем не вели агрессивных завоевательных войн. Только оборонительные. Ну и, конечно, вот сейчас мы видим, Грузию отправляют в Украину чеченцев. Но это уже не чеченцы делают. Это делает фашистская империя Россия. Вот как-то так, если отношения брать. И это не касается отдельно евреев. Это касается отношения ко всем. Нету в чеченском понимании, в чеченской культуре, в чеченском мировоззренческом, цивилизационном коде, ну просто нету. Может, некоторым это трудно понять. Но у нас, или поверить в то, что я говорю. Но я искренне, честное слово, я никогда не вру, когда вам рассказываю что-то, потому что меня видят чеченцы. У нас просто в мировоззренческом культурном коде нету такого, что какая-то нация ниже нас или хуже нас. Просто нету, невозможно это. Понимаете? Нету такого. Да, мы пренебрежительно можем относиться к тем, кто себя ведет там пьяный под забором лежит, там еще что-то. Мы можем его высмеять, сказать, опустился так. Но не к нации, не к народам не имеет это отношение. Потому что народы бывают разные. Люди бывают разные. А народы всегда все правильные и хорошие. Даже один период они могут быть плохими, а потом вернуться. И то не весь народ. Как-то так, если вы хотели бы знать. Но я знаю, что все, кто на России, евреи, кстати, у меня, я не особо говорю на эту тему, но я неоднократно уже упоминал это. На России евреи, которые люто ненавидят чеченцев, потому что нас, чеченцев, свободных чеченцев. За то, что мы хотим, как ненавидят сионистов, также ненавидят ичкерийцев. За то, что мы хотим жить отдельно и быть хозяевами своей судьбы. Понимаете? Это есть такое. Например, Закаева поддерживают, а это россиянин, это враг чеченского народа, это предатель чеченского народа. Его поддерживают не евреи, российские евреи. И много таких вещей такое есть, которые поддерживают. Да? Ну и я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться к евреям. Например, если ичкерийцы что-то делают, друзья, и там антисемитские, антисионистские какие-то вещи говорят, я влияю на них.
Вот стоит это мне, там, репутации стоит, оскорблений, там, третье, десятое, там, потому что враги, российские служаки, чеченской национальности, ничем от русской национальности не отличаются. Они такие же антисемиты и антисионисты. И вот эти люди, когда начинают все это говорить, делать, если это не ичкерийцы, я повлиять, соответственно, не могу, но если они ичкерийцы, я могу повлиять, и мы повлияем. Если вы обратили внимание, многие чеченцы начали писать, зачем ты говоришь про евреев что-то плохое, что тебе евреи сделали, и так далее, и так далее. Вот я бы хотел бы, пользуясь случаем, попросить вас, евреев, не россиян, и в том числе, я не всех россиян, кстати говоря, евреев обвиняю в этом, абсолютно не всех, чтобы тоже было понятно, но я бы хотел попросить всех остальных евреев воздействовать на этих разных Ходорковских, кто там, эти всякие там другие, третьи, там много их полно здесь, которые служат России, ну и им плевать на нас, они свой интерес только преследуют. Да? Поэтому, если можете, повлияйте, потому что я борюсь, отстаиваю справедливость, в том числе в отношении еврейского народа. И российские евреи усиленно, не все, опять же, не все, но усиленно продвигают имперские нарративы в отношении чеченского, и нарративы, и планы в отношении чеченского вопроса, чеченской темы. Как-то так. Жалко, что вас в Чечне не слышат, говорит Исмат. Нет, вы ошибаетесь. Меня очень внимательно слышат в Чечне, очень внимательно слушают. И везде меня слышат. И в Чечне, и в Европе, и где нужно. Поэтому как-то так. Как-то так. Евреи делятся на две категории. Одни за Трампа, а другие за Путина. А других евреев нет. Нет, ты ошибаешься, ладно. Смешно, конечно, да. Но это не так. Есть абсолютно антитрамписты евреи, абсолютные, просто такие прожженные. И, соответственно, и антипутинисты тоже. Я бы даже сказал, что антитрамписты и путинисты, они даже ближе друг к другу, чем огромное количество евреев. Просто евреи молчат. Некоторым нет дела до политики, некоторым просто не могут разобраться, кто здесь что. Потому что евреи загнаны в гетто, где их будут убивать. Вот им постоянно днем и ночью рассказывают. И причем их убивали. Это не выдумка, 6 миллионов убили, и тогда мы это все знаем. И для них это очень серьезно. Очень серьезно. Это нужно понимать, надо поставить себе. Мне, чеченцу, легко поставить себя на их место. Некоторым можно трудно понять это. Но я чеченец, который пережил геноцид, народ, переживший геноцид, я знаю, что это такое. И им еще каждый день напоминают, днем и ночью вас будут убивать, вас будут сжигать, вас утопят в море и так далее. И это вынуждает их защищаться. Вот какие-то такие вот вещи происходят. И нам нужно с пониманием к этому ко всему относиться. Ходорковский служит Россию. Ты на приколе, что ли? Он стравливает лбами чеченцев и россиян. Нет, НВР. Нет, незаконно вооруженное формирование у тебя ник, кстати. Наверное, ты из российской армии, да? Потому что только они НВР. Ходорковский не сталкивает лбами чеченцев и россиян. Понимаешь? Ходорковский это фашист, имперец, который служит России, служит империи. И он собирается вернуться и снова быть при власти, при деньгах и так далее. Он занимается именно этим. Внутри России сейчас идет определенная борьба за власть. Кто будет любимой женой Запада, да? кто прорвется, да? Кто выпросит эту индульгенцию, да? На княжение. Как-то так дело. Поэтому нет, да, он люто нас ненавидит, это фашист,
Это мерзавец, подонок, который озолотился на нашей крови. И он по-другому просто видит Россию. Он ее видит во главе с ним и с его бандой, которая убивала людей, кстати. Его начальник охраны сидит пожизненно, как вы знаете. Пичугин такой был. Мэра Нефтеюганска, Петухова, например, убили при Ходорковском. И говорят, ему подарок приносили, на день рождения ему подарок убивали мэра. Короче. Ну, такой бандит, такой аморальный, просто циничный бандит самый настоящий, который изображает из себя какого-то там политика там, и так далее. Вот такие вот дела. Поэтому, да, он не любит, наверное, и русских тоже, но он никого не любит. Это КГБшники, у них только своя власть, свои, то деньги, у них деньги и власть, все, что их интересует. Так, что у нас? Мы уже 1,5 часа в эфире, друзья, я думаю... Я не знаю, что вы имеете в виду про Муцераева. Он экстремист, получается. Я не знаю, он экстремист или кто он там. Россия к нему претензий не имеет. Он живет спокойно в Чечне. Вот это я знаю точно. А по поводу того, что стравливает Ходорковский русских и чеченцев, так это излюбленное занятие у вашей власти всегда было натравливать русских на чеченцев. Всегда вы так делали, и ваша власть всегда на этом озолачивалась. Советский Союз, когда разваливался, именно так вы поступили, натравили на нас вот этот быдло, массу, которая пришла армию вашу, и пошли нас топить в крови. Вот все, что вы делаете. Чтобы грабить, те же Ходорковские грабили Россию, советское имущество, озолотились просто очень сильно. Главное деньги, да, деньги, чтобы они у вас поперек горла стали, эти деньги, это золото, ради которого вы продаетесь. Да. Спасибо, Бандеровка, дякую тебе, спасибо большое. Аслан, кто для тебя Закаев? Манкурт, предатель, заблудший, почему никто, кроме Идигова, не обсуждает его? Но почему, кроме Идигова? Я же обсуждаю его. Значит, уже нас двое, да. Я считаю, что Закаев это предатель чеченского народа, который работает на Россию и на свой карман. Этому есть десятки и сотни как фактов. Я даже все не могу рассказывать, потому что люди мне доверили эту информацию, и я ее не буду пока разглашать без их разрешения. А так я уже столько много разгласил, столько много, что можно было, говорил, что никакого сомнения у меня, как у юриста, ни малейшего сомнения не оставляет, что Амет Закаев работает против чеченского народа в угоду Кремля. Это 100% факт. 100%. Ну, на свой карман работает. И если кто-то думает, там, на Западе думает, там, в Украине думает, там, в России думает, что нам они Закаева посадят, как они там посадили Кадырова, да, но они глубоко ошибаются. Кадырова посадили после геноцида чеченского народа. Понимаете? Сейчас посадить туда Закаева, ну, Закаева, скорее всего, не посадят, потому что кого-то другого они там подберут. Закаева задача просто отвлекать внимание и разделять нас. Он просто бабки зарабатывает. Никакой его президент. У него 0,1, у него и у Дугова было 1,5 на двоих, по-моему, или 2%, даже меньше, когда они участвовали в выборах в чеченском государстве. Вот весь их авторитет.
весь их авторитет, это их родственники, скорее всего, за них голосовали, родственники, еще да, ну еще там российские там разные агенты голосовали. Больше никто за них не голосует, не проголосует. И я не думаю, что у Закаева есть задача прийти к власти, стать во главе там, и так далее, и так далее. Скорее всего, его задача просто перетягивать. Ну, на Западе обещают, да, я приду в Чечню, я сделаю все, что вы скажете, туда-сюда. Он, наверное, так себя ведет. Но его задача, поставленная перед ним, скорее всего, это не дать чеченцам объединиться. Мы все чеченцы знаем, кто такой Закаев. Абсолютно все. Раньше мне говорили об этом. Я не верил, тому нет, он честный. Пока они не сказали работать мне на российскую разведку. Прямо просто сели в машину мне и начали вербовать. После этого похитили моих родственников. Когда я это все придал огласке, похитили моих родственников. После этого Курочкины начали мутить, короче, что они мне помогают там туда-сюда. Инна и Андрей Курочкины. Мы сейчас деньги раздобудем туда-сюда. У какого-то, как они говорили, американского фонда они раздобыли $25 тысяч, 25 тысяч евро или долларов. И мне заплатили какую-то там часть с этого. Для этого. И потом скриншот, что они мне заплатили, опубликовали у себя на YouTube. И это послужило, что Россия сделала меня иноагентом. Это первое. Потом они меня террористом, скорее всего, за то, что я Путину обещал дрон отправить. И потом экстремистам там, и так далее объявили. Поэтому Закаев хуже Кадырова, я вам скажу. Кадыров хотя бы честен в своем предательстве. А этот нам лжет, и столько он сделал зла для чеченского народа, что на нем клейма ставить просто негде. Просто печати на Закаеве ставить негде просто. Понимаете? По сравнению, еще раз, по сравнению с ним, Кадыров самый честный человек. По сравнению с ним. Вот что значит. И нам думают, что они посадят. Для того, чтобы посадить Кадырова нам сверху, фашистской России потребовалось убить 25% наших граждан. И ничего у Кадырова не решено. Никогда Кадыров не будет принят чеченским народом. Никогда, ни при каких рассмотрениях. Или мы не будем чеченцами, если мы примем. А сейчас еще хуже, чем Кадыров, нам назначать Закаева, что ли? Эй, вы что, смеетесь, что ли? Вы что, вы не знаете историю нашу, что ли? Ну, почитайте, потом возвращайтесь. Вот что я могу всем сказать. Очень неплохо. Я немного в шоке, говорит Акунг. Только правда и ничего, кроме правды. Еще раз я Закаеву говорил всем, я всех деталей не буду. Вы знаете, что стало с нашим президентом? Нашего президента, сейчас я в прошлый раз просто даты. Как известно, Джохар Дудаев погиб 21 апреля 1996 года, когда он разговаривал с Константином Боровым. Константин Боровой. Кстати говоря, друг Березовского, а друг Березовского это финансист Закаева. И Джохар Дудаев вероломно ракетой, выпущенной очевидно, с самолета, был убит. И после того, как его не стало, многие начали вылазить из разных щелей, возвращаться и говорить, что Джохар Дудаев отправил на какое-то задание. Так вот, 11 апреля 1996 года Салаудин Тимирбулатов, которого фашистская пропаганда обозвала трактористом, вместе со своей группой из 2-3 человека было, казнили 4 российских военнопленных. Это все было снято на камеру. Это произошло за 10 дней до гибели Джохара Дудаева. Задерживали 4 этих российских военнопленных, 4 военнопленных, в дупель пьяные,
Просто чтобы их взять живыми, их нужно было потом казнить. Они должны были быть пьяными. И их, видимо, напоили, нагрузили в грузовики там разные птурсы, такие тоненькие ракеты от вертолета, от этого барабана. Ну, там что-то минометные мины были, что-то такое было, но не супер что-то нам полезное, потому что вертолетов у нас нет и так далее. Фактически бесполезный груз. На 2 Уралах ехали 4 русских солдат, наемников, контрактники их называют, наемники, фашисты. Их сказал задержать Ахмед Закаев, пленить, то есть дал он наводку на них. Своим людям, они его задержали. Тогда Закаева по какой-то причине, я не знаю, это пусть наши следственные органы выясняются, почему до сих пор они не выяснили, у меня вопросы к нашим следственным органам. Почему Ахмед Закаев до сих пор находился в этом обществе, я даже не понимаю. Почему это позволяли делать, я не понимаю, следственные органы, Генеральная прокуратура, спецслужбы, почему это позволяли делать? Через 10 дней после того, как пленили этих людей, Джохар Дудаев был убит. И это послужило, как только произошла казнь этих 4 российских военнопленных, там долгая история, я рассказывал, это их Закаевская группа взяла и отвезла на базу, где находились наши бойцы из группы Борз, это спецподразделение Борз Джохара Дудаева, возглавлял Руслан Гилаев. Ни Руслана Гилаева, ни Джохара Дудаева, ни Доки Умарова, который тоже входил в эту группу, не было в тот день там. Там было 2-3 человека, это была база небольшая, и дети были. Пацаны, которые им еду носили из населенного пункта, в горах у них там была база. И они отдыхали после нескольких недель боев с русскими, где как раз погиб брат Доки Умарова и так далее. И они все находились на взводе, уставшие и так далее. Им привозят 4 военнопленных. Резко появляется человек с камерой, который сейчас является советом старейшин у того же Закаева, снимает на камеру эту казнь, подбивает, видимо, может, деньги предложил, может, еще что-то там сыграл, так сказать, на чувствах, на злобе людей. Но сам факт, была казнь. И были убиты 4 наемника российских, казнены. И эта запись потом начала гулять по всем просто международным институтам, везде. И ровно через 10 дней, оправдывая те редкие, но сильные голоса, которые были за нас в Европе, в США, были заткнуты этим убийством, что Дудаев убивает пленных, военнопленных, его люди убивают, головорезы убивают военнопленных, его совершают военные преступления. И через 10 дней, 11 апреля 1996 произошла эта казнь, 21 апреля Джохар был убит. И всех заткнули вот этой видеозаписью. Каким-то странным образом все, кто принимал участие в этой казни, были убиты или посажены. Даже ребенок 14-13-летний, который там приносил им еду, ему дали 14 или 16 лет этому ребенку, который попал на эту камеру, где он там, причем на казни его нет, когда они его там держали всю ночь. Вот кто такой Ахмед Закаев. Вот кто такой эти люди. Они делают любую подлость, любое вероломство, любое убийство для того, чтобы не раскрыться и чтобы заработать деньги. Абсолютно беспринципные, циничные, аморальные люди, я вам скажу. Вот кого нам рассказывают здесь, там в Украине сидят, Украина встречается, там разговаривают, там игры какие-то у них там идут, что там какая-то власть там есть. Флаг переделан. У нас герб Закаев переделал. Просто взял и переделал. Как и власть захватил незаконно. То есть он ничего не захватывал, он просто себя объявил таким. Сайт захватил, Чечен Пресс, государственный. И вот и все. У нас пятиконечные звезды, как на этом флаге. Вот такие у нас звезды, пятиконечные. Они у нас делают их сейчас у себя, они делают их девятиконечными. И объясняют это, что это сатанистские, пятиконечные, это сатанистские пентаграммы, это нам это нельзя. Типа они за шариат, просто они всех обманывают.
Понимаете? Они все, мы за шариат, мы сейчас это сделаем, мы то сделаем. И вот таким вот образом они людей обманывают, рассказывая, что вот они поэтому искажают. Но они искажают не потому, что это пентаграмма. Они работают на русню, на абсолютное беспримесное зло на этой земле. Они на нее, на ФСБ работают. Понимаете? На ГРУ работают. И они прекрасно понимают, что пентаграмма, там, знак дьявола, это естественное состояние фашистской России и их спецслужб. Они это делают для того, чтобы исказить чеченскую настоящую государственную атрибутику, для того, чтобы не только вот герб они меняют, они много что там переделывают. Герб меняют, флаг меняют. Вот у нас флаг такой ичкерийский. Они здесь еще делают узоры там, ну, дополнительно. Ну, короче говоря, пытаются всячески запутать нас. Понимая, что если они скажут, что они за Россию, их никто не поддержит. Понимаете? Это клоуны. Вот Руслан Кутаев самый настоящий клоун. Абсолютно аморальный. Понт дешевый какой-то. Дешевый понт сидит там, рассказывает, мы это сделаем, то сделаем. Это ничего он не сделает. Если бы они что-то сделали, они ко мне пришли бы. Понимаете? Если бы я лгал бы, они от моего дома не отходили. Они все знают, где я живу. Они меня прослушивают. Они у меня телефон, машины, что-то пичкают. Но подойти в глаза сказать, у них нету основания, факта. Понимаете? Никакого факта. Я с ним, с любыми готов выйти открыто на детектор лжи. Открыто, чтобы вы все видели. Потому что я этим не верю. Это абсолютно беспримесное зло и их шестерки. Вот эти шестерки, я им не доверяю, этим шестеркам. Абсолютно. Они столько раз меня обманули, столько они мне зла принесли, что я не собираюсь просто абсолютно с ними никак больше доверять им, как-то даже на мелочь, даже только под запись, только в присутствии свидетелей. Я готов пройти на детектор лжи. И вот эти клоуны, которые сидят и нам рассказывают, что у них есть си это честь, значит, по-чеченски. Си, что у них есть, что мы на честь. Ну так вы на русском работаете, причем ваша честь. Причем вы в честь, если была честь, это значит честный. Значит, ты не лжешь, это минимум, базовый минимум твоей чести. Так ты лжец, Кутаев, ты Закаев, вы хотите наш народ обмануть. Я ни на какую, еще раз, чтобы каждый раз кажется, что я за какую-то власть борюсь, что мне что-то нужно. Мне ничего не нужно. Абсолютно, кроме справедливости к моему народу. Кроме справедливости в отношении той вопиющей несправедливости, которую сделали в отношении моего народа. Вот все, что мне нужно. И они начали говорить, вот там власть. Какая у вас власть? Вы лузеры. Кутаев, ты лузер. Закаев, ты лузер. Вы неудачники. Вы никогда ничего, кроме вот этих 2 копеек, которые вам русские подкидывают, у вас ничего не будет. Ни уважения, ни авторитета в чеченском обществе не будет. Если вы думаете, вас посадят нам, как посадили Кадырова, вы глубоко ошибаетесь. Для того, чтобы посадить Кадырова, нужно было стереть всю республику с лица земли и убить 25% чеченцев. И то, еще раз скажу, никакого будущего нет ни у Кадырова, ни у его семьи. Никакого будущего нет. Да, в России где-то он там может жить, еще что-то. Но что, среди чеченцев он будет уважаемый человек, его будет... Это исключено. Это невозможно. Понимаете? А у вас тем более нет. Вы дважды лузеры. Вы проиграли, когда Советский Союз развалился и не смогли тогда ничего сделать против чеченского народа. И сейчас, и поэтому вы говорите, что вы за чеченцев, за Ичкерию, за свободу. Потому что вы знаете, только как вы рот откроете и скажете, что вы за Россию, авторитет вас сразу же опустится до нуля. Хотя он, я думаю, и так недалеко от этого нуля ушел. Вот как я отношусь. Да? Ичкерия, Аллах, Казахстан с вами. Аллах, Казахстан. Аллах, Казахстан. Вот как я отношусь, да, к этим деятелям. Действия Закаева выгодны Кремлю или прямо координируются российскими спецслужбами с целью дискредитации и раскола чеченского движения за рубежом. Абсолютно так, Макс. 100% это истина, то, что ты сейчас написал. 100%. Понимаете?
100%. Его задача, он не будет чеченским лидером, чеченским этим, там много найдется у него, других кого посадить. Этот здесь в Европе ошивался, здесь тоже веры нет. Он же и этим там. Просто зарабатывают бабки просто. И их задача здесь нас представлять. Вот смотрите, что делает Кутаев, например. Во-первых, Закаев делает то, что он представляет Ичкерию, и то есть наши легитимные органы власти, народ не дает сосредоточиться вокруг него. Наши легитимные президиума правительства, Аллы Дудаевой, Аяда Идигова, других. Что делает Кутаев? Это вообще клоун самый настоящий. Просто невероятный клоун. Абсолютно бесстыжий клоун. Да? Этот клоун садится и нам рассказывает, что убийство чести, какие-то там, что он там еще рассказывает, короче, антисемиты, антисионисты, какую чушь сидит, несет российский офицер. А есть такой Орлов такой, знаете, такой есть еще один правозащитник, Олег Орлов такой мемориал, защитник такой. Да это гнида просто подфашистская, понимаете, Олег Орлов, я тебе говорю. Ты враг. Знаешь, почему ты враг правозащиты, враг правозащитного движения? Ты симулятор. Как и ваша страна фашистская. Как только Россию приняли в демократическое общество, демократия превратилась вообще в дерьмо. Вот точно так же, Олег Орлов, когда вас приняли в правозащитное движение, вас, имеется в виду вас, россиян, тебя, таких же, как ты, вы правозащиту в дерьмо превратили. Потому что вы только в дерьмо можете превращать. Понимаете? Потому что от вас только это может исходить. Это ваша сущность. Сидит Олег Орлов, защищает Кутаева. Сидит, рассказывает, нет, ему нельзя лишать его голоса. Кто такой Кутаев? И он, знаете, говорит, ну вот есть два типа, говорит, он прямо это говорит. Есть чеченцы, которые против России, а есть чеченцы, которые за Россию. Вот мы представляем тех, кто за Россию. То есть Руслан Кутаев представляет тех чеченцев, кто за Россию, но против Кадырова. То есть 0,01% чеченцев, которые служат России, это военные, ФСБ, какие-то там группы, коллеги Орлова, они борются, оказывается, не за чеченцев они представляют в Европе, а за россиян, которые говорят по-чеченски и носят погоны, скорее всего. Вот за них сидит этот Орлов рассказывает. Орлов рассказывал, это правозащитник, большой буквы, лидер, спас чеченцев. А представьте, это он нас спас, оказывается. Он рассказывает о том, что его обвиняли, что вот он же игру вел, да, вот сейчас как Кутаев ведет, Закаев ведет. Тогда Олег Орлов вел игру, и он вел игру, что он правозащитник, что он защищает чеченцев, там такой ярый, тут такой сякой и так далее. Но в итоге Орлову предъявляли и говорили, ах, ты наших русских парней предаешь, ты за этих там чурок там и так далее. Вот такие вещи ему говорили. А потом Орлов сюда приехал и говорит, так я же всегда за русских парней был. Вот он ваш правозащитник. Вот так он защищал, оказывается, тех убийц, которые пришли. Понимаете, вот сейчас в Украину пришли эти же убийцы, которых Орлов и Кутаев и Закаев поднимали, поддерживали, помогали им добиваться своих результатов. И когда они пришли в Украину, я, например, правозащитник, начинаю говорить, я не защищаю украинцев, как правозащитник, я за русских мальчиков. Ну и что они агрессоры, ну и что они убивать пришли, ну и что, ну это же русские мальчики. Вот и вся эта суть вот этих Орловых, Кутаевых. И сидит этот Орлов, Кутаева сейчас заступается. Вот кого ПАСЕ взяло к себе. Это ПАСЕ довело состояние до геноцида чеченского народа. Это Тим Гульдеман, посол Швейцарии, который был переговорщиком. Такой же мерзавец и подонок, который предал принципы невмешательства и независимости, урегулирования конфликта, где он выступал посредником, и мы ему верили. Это Тим Гульдеман попросил Аслана Масхадова взять Руслана Кутаева в правительство Аслана Масхадова, независимо Ичкерии. И нам сейчас везде рассказывают, он из правительства Аслана Масхадова.
Так вот, все в правительстве Чеченской Республики Ичкерия, вы можете это спросить у Аяда Идигова, у любого другого того времени людей, знали, что Кутаев Руслан работает на Русню, он живет в Москве, он является офицером. Есть фотография опубликованная у меня, везде я ее публикую, где он в подполковничьих или в полковничьих погонах, портрет у него есть. И вот таким вот образом Руслан Кутаев вошел в правительство Масхадова. Это упущение Масхадова. Это ошибка Масхадова, которую он сделал. И сегодня мы за это расплачиваемся. Аслан Масхадов, многие, кто ошибки совершил, пусть Всевышний примет их усилия и смилостивится над ними. И дарует им рай. Они заслужили это. Но есть ошибки, которые совершали. И одна из этих ошибок взять российского агента, а Тим Гульдеман, иностранец, это же не русские просят. Потому что Тим Гульдеман говорит, что сейчас чеченцы власти придут и будут всех, кто был за Россию, убивать. Тим Гульдеман наслушался российской пропаганды и таким вот образом навязывал эту идею, что вот если будет Руслан Кутаев, то никаких убийств не будет. Так вот, Руслан Кутаев даже не жил в Чечне эти 3 или 2 этих межвоенные годы. Он жил в Москве. Никого он не спасал, как он не спасает и сейчас никого. Ну, сидит этот клоун, то он за якутские алмазы из России никогда не уйдет, то его награждает своей какой-то честью непонятной, честь нации или честь Заки, что у него там за какая-то самодельные какие-то игрушки делает. И потом они за Ичкерию, еще там какие-то клоуны с ним сидят, тоже рассказывают нам какие-то небылицы. Поэтому мы, чеченцы, даже если мы молчим, мы все прекрасно знаем. И никогда на ложь, на обман, ни на что мы не согласимся, кроме своих интересов и полной безоговорочной свободы. Понимаете? На этом я свой стрим закончу. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. Спасибо Децу за подарок. Сейчас посмотрю, что у нас здесь, есть ли у нас в YouTube комментарии, ну, кроме троллятины. Легитимность органов власти Ичкерии и стратегии борьбы за независимость базируется на идее правопреемственности от закона, избранного в 1997 году президента Аслана Масхадова и президента ЧРИ. Если бы сейчас Ичкерия была, ты бы жил в Ичкерии. Если она была, она сейчас есть, она просто оккупирована. Да, после деоккупации, конечно, я буду жить у себя на родине. После пропаганды Кутаева он пострадает. А кто пострадает? А если цакитер хатар. Сюк хочет дуяйс. Так, друзья, все, дал алш войлош, дал алш басу войло обарг, дал дукда дуэлк, дал лучшим на лэр дуэлкой. Друзья, я на этом свой стрим заканчиваю. Завтра у нас будет стрим с Аядом Идиговым. Заходите, мы будем вам очень рады делать. Слава Украине! Все будет Ичкерия. Ночи амдина ду, хир должду Ичкерия, хираю. Адыни люлян катсан инкарвата. Адикюэль маршаль. Всего хорошего. До свидания, друзья. Опа. Надо остановить наше это голосование. Завершить опрос. Кстати, подведу итоги по голосованию. Бросит ли США после обнуления Ирана все силы, чтобы добиться полного военного поражения? Нет, ответили 61%. Да, ответили 23%. Русню уже ничего не спасет, ответили 16%. То есть, если сложить «да» и «ничего не спасет», то получается около 49, 39 и 61.
Вот так проголосовало 419 человек. Спасибо за участие в голосовании. Всего самого хорошего. Адикюр. До свидания.